Добрый вечер, дорогие друзья! И я приглашаю к выступлению, приглашаю вот на эту сцену, на этот подиум вокальный ансамбль 4-го курса дирижерско-хорового отделения колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского, художественный руководитель, лауреат всероссийских и международных конкурсов дирижеров, хормейстер Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени Гамбоца Бенджапова Майдар Дамбаев. Нужно отметить, что для ансамбля уходящий 2021 год имеет огромное значение, такой стал знаменательный. Именно в этом 2021 году ансамбль стал лауреатом первой степени открытого регионального конкурса вокальных ансамблей в городе Барнаул, лауреатом второй степени Всероссийского конкурса хоров и вокальных ансамблей Герценовские хоровые ассамблеи в городе Санкт-Петербург, лауреатом первой премии и удостоен диплома за художественную выразительность и артистизм исполнения, а также диплома за отличную вокальную подготовку 19-х окружных пасхальных хоровых ассамблей в городе Сургут. И, конечно же, мы от всей души поздравляем наших исполнителей, наших студентов и его руководителя этого ансамбля. Ну, а наш концерт мы начинаем музыкой, которая была написана 400 лет тому назад. И принадлежит эта музыка перу одного из выдающихся композиторов 16-го столетия эпохи Ренессанса Орландо Ди Лассо. Нужно сказать, что композитор очень много написал музыки, причем в разных жанрах, как культовая музыка, церковная, так и, конечно же, светская музыка. Это и пассионы, это и мессы, магнификаты, это и вокальные сочинения. Вот одних только мотетов, таких своеобразных многоголосных песен, он написал 1500. И мотеты эти тоже различны по своему содержанию. У них есть и серьезная такая тематика, евангельские раскрытые сюжеты, а есть и лирические мотеты, а есть и очень шуточные, веселые, жизнерадостные. И вот два произведения мы сегодня услышим. Первый мотет «О оки Манзамия». Это признание в любви молодого человека своей девушке. «О, глаза мои любимые, посмотрите на меня, это меня радует, это делает меня счастливым». Орландо Ди Лассо «О оки Манзамия». Следующее произведение, которое сейчас прозвучит, сочинение Орландо Ди Лассо, написано в жанре морески. Это очень популярный в эпоху Возрождения, в эпоху Ренессанса жанр светской многоголосной песни. Это очень шуточные такие песни, и, если так можно выразиться, в них нет никакой темы, это песни-бессмыслицы. Там просто идет звукоподражание каким-то нелепым фразам, ничего не значащим фразам, или мы бы так сказали, эти морески писались на тарабарском языке, но было очень весело и шуточно слушать их. Итак, Орландо Ди Лассо «Алала Пиакалия».
известным французским композитором 20-го столетия Франсисом Пуленко. Это сочинение, кантата «Лик человеческий», было написано в годы Второй мировой войны. Пуленко в ту пору жил в предместьях Парижа, и Франция уже была оккупирована Германией. Кантата написана на стихи поэта Поля Элюара. Поэт французского сопротивления Элюар тайно написал эти стихи и под вымышленным именем отправил эти стихи Пуленку. И Пуленко также в тайне писал музыку на эти стихи. Так появилась кантата «Лик человеческий». И, конечно, в ней были переданы и горестные мысли этого военного времени, и в то же время вера в победу, вера в свободу. И, конечно, эта кантата не звучала именно в военные годы. Но когда Франция была освобождена, то Пуленко вместе с национальным флагом выставил в окно партитуру этой кантаты. И показал ту частицу, которую он смог вложить в эту победу, он выразил именно в этой кантате. И после войны она уже зазвучала. В кантате 8 частей, и мы послушаем одну из частей, номер 6, «Страшна мне ночь», из кантаты «Лик человеческий». Oh,
из 20-го столетия музыка опять переносит нас уже в эпоху барокко, 18 век. И одним из ярчайших композиторов этого времени был немецкий композитор Георг Филипп Телеман. Это тоже композитор, который написал огромное количество произведений практически во всех существующих в его время музыкальных жанрах. 40 опер, 44 кантаты, перечислять не знаю, более 700 песен, 600 оркестровых свит и много-много-много других сочинений. Но нужно сказать, что это был не только композитор, это был и очень видный музыкальный общественный деятель. Он был создателем нескольких оркестров. Он был одним из создателей первого концертного зала в Германии, одним из создателей, одним из редакторов первого немецкого музыкального журнала. К сожалению, большая часть его творческого наследия не сохранилась, но вот все-таки то, что есть сейчас, говорит о его, конечно же, о его умении свое время выразить в музыке и о его действительно великом умении создавать произведения, создавать музыку. И мы сейчас с вами будем слушать тоже музыку, написанную в жанре мотета. Первый мотет, просто мотет. Werfet Panie auf im Lande, werfet Panie auf, werfet Panie auf im Lande. Blasy die Posaunen, blasy die Posaunen unter den Heiden. Werfet Panie auf im Lande, werfet Panie auf, werfet Panie auf im Lande. Георг Филипп Телеман, Псалом 117. «Славьте Господа, все народы». Концертмейстер, лауреат международных конкурсов Дарья Коркина. Oh,
час звучать вокального сочинения. Это произведение впервые было записано фирмой «Мелодии» где-то в 60-х годах прошлого столетия. Пластинка эта называлась «Лютневая музыка 16-17 столетий». И на этой пластинке была «Аве Мария». Правда, было написано неизвестного автора XVI века. А потом, когда эта пластинка переиздавалась, появилось имя автора этого сочинения – Джулио Качини. Но оказывается, Джулио Качини, итальянский композитор и певец XVI столетия, никакого отношения не имеет к этой музыке. А написал эту чудесную музыку известный гитарист, музыкант, который виртуозно владел и лютней, этим инструментом, любимым инструментом именно эпохи барокко. И много музыки писал он для этого инструмента. И для того, чтобы легче было записать эти произведения, он давал авторство своим сочинениям, ну, известным или даже, может, неизвестным композиторам того времени. Ну, а те музыковеды, которые знали творчество, изучали творчество Джулио Качини, они говорили, что у него не было этого сочинения, то, что называется Джулио Качини «Аве Мария». И, конечно, после уже смерти музыканта, которого, кстати, зовут Владимир Вавилов, после его смерти стало известно, что это он автор сочинения. Но я думаю, что Джулио Качини, наверное, не отказался бы от авторства этого изумительного сочинения, и написанного как раз-таки вот в стиле музыки эпохи барокко. И сегодня это сочинение исполняется во всем мире, и знают его во всем мире. Наверное, правильно его объявлять так: Джулио Качини, Владимир Вавилов, «Аве Мария». Исполняет солистка Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени Камбодца Пинджапова, народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова, концертмейстер Дарья Коркина.
а сейчас я приглашаю для выступления лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей смешанный хор колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского. Пожалуйста. «Щедрик» – так называется украинская новогодняя песня, которая получила свою огромную популярность во всем мире благодаря какой-то удивительной, просто изумительной обработке композитора Николая Леонтовича. Она настолько популярна, что, допустим, в Англии это рождественская песня с названием «Carol of the Bells». Эта мелодия этой песни, она звучит и в рекламах, она звучит и в различных кинофильмах, и в мыльных операх, ну, кинофильмы какие-то, «Семейка Симпсонов». Или, допустим, этот рождественская комедия «Один дома». Она звучит, ну, буквально всегда и везде. И нужно сказать, что звучит как в классическом стиле, так и в стиле рок, поп и даже хэви-метал. И сейчас мы с вами услышим эту изумительную украинскую народную песню «Щедрик». Исполняет смешанный хор колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского художественный руководитель и дирижер Майдар Домбаев. Родион Щедрин «Тиха украинская ночь» из цикла «Два хора на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Sorry.
солистка Ольга Жигмитова. Ой,
стран разных эпох в своем творчестве обращались к каноническим текстам христианского церковного богослужения. И вот уже наш современник, композитор 21 века, швейцарский композитор Иво Антонжнини написал несколько хоровых сочинений вот такого плана. И мы сейчас услышим одно из них. Это будет христианский гимн, посвященный Пасхе. «О фили эт фили». Написан он был, текст этого гимна, был написан еще в 13 столетии. И вот как зазвучит этот гимн уже в музыке композитора 21 столетия. Иво Антонжнини «О фили эт фили», «О сыновья и дочери». возникла католическая молитва «Ave Verum Corpus», которая звучала в богослужении во время причастия. И начиная с 15 столетия вот к этому тексту, к тексту этой молитвы обращались очень многие композиторы. И в нашем концерте прозвучит один из таких музыкальных вариантов. Музыка британского композитора конца 19-го, начала 20-го столетий Эдуарда Элгара. Эдуард Элгар «Ave Verum» – «Радуйся, истинное тело, родившееся от Девы Марии». Концертмейстер, лауреат международных конкурсов Олеся Эрстова.
Франсис Пуленк, Домини Фили Унигенете, Господь, Сын Единородный, из мессы Глория, концертмейстер Олеся Эрастова. Завершает концертную программу сочинение всемирно известного литовского хорового композитора, профессора Витаутаса Мишкиниса «Кантате Домина». Пойте Господу! Cantate